25 по 27 мая в Минеральных водах пройдет Кавказский инвестиционный форум. Мероприятие должно быть масштабным, чтобы подчеркнуть открытость округа, отметил зампред правительства Российской Федерации Александр Новак на совещании по вопросам улучшения инвестиционного климата в СКФО с участием глав округа. В ходе встречи были рассмотрены результаты работы регионов СКФО за 2024 год и намечены планы до 2030. Александр Новак обозначил, что среди приоритетных задач СКФО перезапуск работы по улучшению инвестиционного климата и рост инвестиций, призвав регионы активно вовлекаться в эту работу, поскольку именно от них зависит ее качество. Уровень выполнения поставленных целей экономического развития составил 99,7%. Из 100 ключевых проектов 30 завершено. Они принесли округу 400 миллиардов рублей, 70 в разной степени реализации. В 3 раза уменьшился уровень безработицы. В результате реализации проектов было создано более 2 миллионов рабочих мест. В сельском производстве наблюдается рост на 9,5%, а промышленность продемонстрировала увеличение на 23%. Также примечательно, что в прошлом году СКФО посетило около 6 миллионов туристов. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 14 миллионов. Эксперты и наставники, подготовившие победителей и призеров чемпионата профессионалы, а также чемпионата высоких технологий, будут получать денежные вознаграждения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Размер премии эксперту-наставнику будет равен размеру премии победителя или призера соответственно. Напомню, что, согласно ранее принятому решению правительства, размеры премий победителям и призерам чемпионата профессионала и чемпионата высоких технологий составляют 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей за второе место и 100 тысяч рублей за третье место. Общественники Ингушетии призывают всех жителей соблюдать меры безопасности в выходные дни в связи с мусульманским праздником Ит-аль-Фитр. Родителям детей общественники говорят отнестись еще более внимательно к безопасности малышей. В праздничные дни они нередко предоставлены сами себе. В праздничные дни гражданам с призывом заботиться о своей безопасности на дорогах обращаются и представители МВД. Увеличение количества автомобилей и пешеходов создает риски, поэтому особенно важно помнить о правилах дорожного движения. Не хотелось бы, чтобы праздник омрачился событиями трагическими. Поэтому настоятельно рекомендую взрослым прежде всего соблюдать правила перевозки детей, следить за тем, чтобы несовершеннолетние не попали за руль никаким образом, даже случайно. Жизнь детей в руках взрослых. Хотелось бы пожелать, чтобы праздники не были омрачены дорожно-транспортными происшествиями и просто встречами с госавтоинспекцией для составления административных материалов. Оперативный штаб УФСБ в Ингушетии в период празднования Ит-аль-Фитр обращается к жителям региона с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра, не допускать действий, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и создающих опасность для окружающих. При обнаружении подозрительных предметов и вызывающих подозрения транспортных средств незамедлительно сообщать по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Анонимность гарантируется. С 1 апреля в России готовятся ввести новые правила призыва на военную службу. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Электронные повестки и единый реестр призывников начнут работать в тестовом режиме. Откосить от службы станет в разы сложнее. Россиян будут призывать на службу, даже если для них не хватило места в войсках. Призыв будет производиться в течение 1 года после вынесения решения военкоматом. Срок действия решения о призыве на срочную службу в армию будет увеличен до 1 года. Будет расширен список профессий для прохождения альтернативной службы. Хусян Гагиев, наш коллега, журналист, сотрудник пресс-службы главы и правительства Ингушетии, одержал накануне победу над знатоками команды Олеся Мухина в программе «Что, где, когда». Вчера была первая игра весенней серии 2025 года. Это, кстати, 4-я успешная попытка участия Хусена в интеллектуальном поединке. Поздравляем! С 1 апреля в России вступают в силу новые поправки в ПДД. Автоматическое продление прав отменяется. Требуется медсправка и оплата пошлины. Иностранцы должны обменять права на российские до 1 апреля 2025 года. Штрафы повышены за такие нарушения, как превышение скорости более 80 км в час – 7500 рублей, вождение в нетрезвом виде – до 45 тысяч рублей, выезд на встречную полосу – до 7500 рублей. Увеличен штраф за повторное отсутствие ОСАГО – до 3-5 тысяч рублей. Скидка за быструю оплату штрафа теперь 25%, но срок увеличили до 30 дней.